455 километров. Именно столько линий электропередачи должен провести Кыргызстан в рамках проекта «Каса-1000». Кстати, об этом. 4 страны, более 1000 километров линий электропередачи и свыше миллиарда долларов. Таков масштабный энергетический проект, который должен стать решением проблем в области энергетики всей Азии. Ведь он как раз направлен на то, чтобы связать энергетические системы Центральной и Южной Азии, выработать механизмы для торговли электроэнергией. В этом играет немаловажную роль и Кыргызстан. И экономическая выгода этого проекта – это чистый коммерческий проект. Как я уже сказал, 15 лет уже заключен договор на продажу электроэнергии. За 15 лет АО «Электрические станции» как основной продавщик электроэнергии увидит доход более 1 миллиард 200 миллионов долларов. А мы как передающая компания или транспортная компания, электрокомпания, национальная сеть Электрокыргызстана получит доход где-то 322 миллионов долларов. Это мы окупаем свои инвестиции, проценты, все затраты. На подстанции Датка специально для этого построят ячейку в 500 киловатт. Именно оттуда начинаются линии электропередачи, которые дальше будут протянуты через Джалабадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном, а оттуда уже в другие страны, вплоть до Пакистана. В феврале прошлого года, спустя долгие годы внедрения, проект наконец запустили. Сейчас активные работы ведутся в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях. К работам привлечено более 100 единиц автотехники и 230 рабочих. Около 70% из них – местные жители. И с этого момента, вот сейчас в настоящее время уже поднято, осуществлен на монтаж 346 опор, это где-то 36%. И около 50% уже ямочные работы завершены, практически 70% завершены подъездные дороги к этим строительствам. И темп нашего подрядчика, компания «Метаж», которая выиграла этот международный тендер, очень хороший. Надеемся, что мы завершим этот проект вовремя, к октябрю 2023 года. Конечно, возникают вопросы и в части электроснабжения самих кыргызстанцев, ведь воды на Токтагольском водохранилище все меньше, что становится причиной нехватки электроэнергии. Энергетики объясняют, что даже предоставив электроэнергию в рамках проекта и покупая ее при этом у соседних стран, Кыргызстан остается с выгодой. Но такой случай не должен представиться, ведь поставлять электричество страна будет исключительно в вегетационный период, когда меньше всего потребления и больше производства. Гарантированно мы должны поставить 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии, а остальное количество мы можем не поставлять. Это мы каждый год пишем заявку о том, что мы можем поставить такое-то количество электроэнергии. К примеру, если Таджикистан, у него тоже самая такая доля. Если вдруг Таджикистан не может поставить, а у нас будет избыток, мы можем больше, чем 2,5 миллиарда киловатт-часов поставить. Поэтому это выгодно. Во-вторых, конечно, мы можем запланировать, сколько электроэнергии можем поставить, это первое. Второе, там стоимость электроэнергии очень хорошая. Сейчас все работают в коммерческом виде. Мы можем импортировать электроэнергию, скажем, с Узбекистана, Туркменистана или Казахстана, а свою электроэнергию поставлять по проекту «Каса-1000» в эти страны. У нас разница будет очень большая. В целом проект обходится донорам, а именно Всемирному банку, Исламскому банку развития и Европейскому инвестбанку в чуть более миллиарда долларов. Из них порядка 200 миллионов будут направлены на Кыргызстан. Как раз благодаря этому появится возможность строить новые крупные ГЭС. И это не единственный плюс. Большая польза в чем? Дело в том, что мы выходим на рынок Южной Азии. Это по электроэнергии. Первое. Второе. Сегодня, скажем, на данный момент в этом проекте договора заключены на поставку электроэнергии, и стоимость электроэнергии уже определена. Это 0,9 центов. Это очень хорошая сумма. Во-вторых, экспорт электроэнергии производится только в вегетационный период. Это получается с мая месяца по сентябрь месяц мы будем производить поставку электроэнергии. Поставлять электроэнергию Кыргызстан будет только в теплое время. В среднем от 500 миллионов до 1,5 миллиардов киловатт-часов или 40% от всего объема. Именно поэтому, как объясняют энергетики, кыргызстанцы не будут ощущать нехватку электроэнергии. Внутренний спрос потребителей будет являться приоритетным. Но главная выгода проекта для Кыргызстана – порядка 80 миллионов долларов чистого дохода от ежегодного экспорта электроэнергии. А благодаря этому стране удастся реализовать строительство новых мощностей.
Айзада Орумбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида.